В эфире вечерние новости. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Порядка 3,5 миллионов рублей с начала пандемии коронавируса выделили в Тампонском районе на закупку средств дезинфекции в учреждениях. Жителей Хангаласского района в рамках года развития семейной экономики снабжают фуражным зерном и курами-несушками. Народные ремесленники со всего региона в честь Дня народного мастера Якутии представили свои работы на выставке в столице. Оперштаб Якутии по борьбе с распространением коронавируса напомнил, что в период предпраздничного ажиотажа нужно помнить о мерах санитарной безопасности. В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо соблюдать нормы, предписанные указом главы. Ограничения по проведению мероприятий работают прежде всего в интересах граждан. Масочный и режим соблюдения социальной дистанции должны оставаться в приоритете. Несмотря на достаточно благоприятную ситуацию, количество тяжелых случаев, тем не менее, остается неизменным. Врачи продолжают работу и в праздничные дни. Между тем, за сутки выявили 39 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В Якутске 29 заболевших, Мирнинский район 3 человека, Кобяйский, Тампонский по 2. Алданский, Вилюйский, Нерюнгринский районы по 1 случаю заболевания COVID-19. Необходимо обратить внимание на осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в двух таких районах республики, как в Кобяйском и Вено-Бытантайском. В связи с чем перед оперативными штабами районов этих двух улусов поставлена строгая задача непосредственно жестко соблюдать и усилить ряд ограничительных мер, которые предусмотрены в целом на основании указов главы республики Саха-Якутия. В Тампонском районе с начала пандемии из районного бюджета для образовательных учреждений выделили 3,5 миллиона рублей. На эти средства закупили рециркуляторы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты. Мария Винокурова с подробностями. Хандыкская средняя школа – одна из самых многочисленных школ Тампонского района, где учатся около 700 учащихся. В период пандемии здесь столкнулись со многими трудностями. В первую очередь пришлось изменить расписание уроков, сделав его каскадным. Это значит, потоки детей разведены по времени, классы учатся в разное время, большие классы разделены на подгруппы. При этом ребята заходят в школу через 2 отдельных входа. Форма обучения у нас смешанная. Часть уроков переведена на дистанционный формат. У нас очень много действует кружков, внеурочная деятельность. Тоже часть из них переведена на дистанционный формат именно с трудностями из-за графика обучения, из-за нового режима. Каждое утро начинается с измерения температуры тела, дезинфекции рук. Районным управлением образования для школы приобретено 33 рециркулятора. Раз в квартал выделяются средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства. С начала прошлого учебного года в нашем районе было выделено 130 рециркуляторов за счет районного бюджета. И во всех образовательных организациях были распределены и 40 бесконтактных термометров. На сегодняшний день у нас все учреждения дошкольного образования работают в штатном режиме. В столовой для организации социальной дистанции был полностью изменен график питания. В школе учатся 670 детей. Из них 400 учащиеся начальных классов, которые 100% охвачены питанием. С начала учебного года стало учиться труднее. Каждый день мы сидим по одному, проветриваем класс каждые 40 минут и включаем рециркуляторы. Часть уроков мы проводим на дистанционном обучении. Но самое трудное – это то, что мы не можем выходить на перемены и гулять по школе, общаться с друзьями. И школьники, и учителя, и родители очень ждут снятия режима повышенной готовности, когда по-настоящему можно будет спокойно вздохнуть. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыка, Тампонский район. В Якутии впервые за 6 лет увеличилась рождаемость детей, а также впервые со времен Советского Союза наблюдается приток населения в регион и уменьшение оттока людей. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Также, по его словам, увеличилось количество многодетных семей. По итогам прошлого года регион занимает 1-е место по Дальнему Востоку по уровню рождаемости, а по России 7-е место. Глава отметил, что такими темпами спустя пару лет население республики перейдет долгожданную отметку в 1 миллион. А сейчас в Якутии проживает примерно 985 тысяч человек.
На днях министр труда и социального развития региона Елена Волкова с рабочим визитом посетила Нюрбинский район. Она встретилась с получателями социального контракта. Подробности у Романа Савинова. К примеру, в Нюрбинском районе социальным контрактом по итогам 2020 года заключено всего 46 контрактов. Из них на развитие и ведение личного подсобного хозяйства заключено всего 6 социальных контрактов. На осуществление предпринимательской деятельности 40. В целях преодоления трудной жизненной ситуации всего заключено 123 социальных контракта. У нас направления социальных контрактов расширяются. Например, уже можно будет в рамках социальных контрактов получить помощь на поиск работы. Вот. Вообще, в целом, общий объем средств, направляемых на эти цели, будет увеличен практически в 2 раза. За счет того, что республика привлекла федеральные средства, и общий объем средств составит порядка уже 600 миллионов рублей именно на заключение социальных контрактов. Жительница Нюрбы Айталина Захарова летом прошлого года подала документы на получение социального контракта. В кратчайшие сроки ей одобрили в получении социальной помощи. На средства от помощи государства Айталина открыла свой салон красоты. Я начала свою деятельность при поддержке социального контракта. В июне месяце, мне в мае месяце предоставили такую помощь государственную, чему я очень благодарна. И вот, потом сразу обратилась в центр занятости, и оттуда тоже мне поддержку оказали финансовую. И потом вот, открыла свой салон красоты. Социальный контракт позволяет не только улучшить материальное положение, получить поддержку в трудный момент, но и улучшить качество жизни граждан. В данное время в ускоренном порядке в республике совершенствуется сам механизм социальных контрактов. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку на ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Международный мамонтовый форум пройдет в Якутии в 2022 году. Он создается в республике впервые. Участие примут представители власти, научные и общественные организации, бизнес-общины коренных малочисленных народов Севера. В рамках научных и научно-популярных мероприятий форума предполагается обсуждение современных технологий и методов палеонтологических исследований, мирового опыта деятельности палеонтологических музеев, правовых норм в сфере сбора, добычи и экспорта мамонтовой фауны, говорится в сообщении. Снабжают фуражным зерном и курами-несушками жителей Хангаласского района. Делается это в рамках объявленного там года развития семейной экономики. Всего на мероприятия по развитию семейной экономики в бюджете района заложена сумма в 4 миллиона рублей. Помимо зернофуража и кур-несушек, в скором времени начнется снабжение населения рассадой огурцов и помидоров, многолетними кустарниками, такими как черная смородина и малина. Мы подали заявку сразу. И где-то около 20 мешков нам доставили. Это где-то получается 50 на 50. Один мешок стоит 450 рублей. До лета спокойно хватит. Очень. Сперва я подумала, что они старые, но со временем, через неделю, они начали выносить яйца. Я брала 10 кур, и постепенно я по 9 яиц брала каждый день. В преддверии Международного женского дня глава Якутии поздравил многодетных матерей республики. За особые заслуги в воспитании детей, сохранении и развитии семейных традиций Айсен Николаев наградил 23 женщины знаком материнской славы 3-й степени. Это мамы из 10 районов и города Якутска, родившие и воспитывающие 7 детей. Также знаком материнской славы 2-й степени награждены 3 матерей, воспитывающие 8 детей из Чурапчинского, Татинского и Верхневилюйского районов. А высшим знаком материнской славы 1-й степени награждена Айталина Макеева из села Дюбсю Чурапчинского района. Она родила и воспитывает 9 детей. В День народного мастера в Якутии свои лучшие работы представили ремесленники со всех уголков региона. Крупнейшая выставка народных художественных промыслов «Якутия-мастеровая» распахнула двери в канун весеннего праздника в столице. На ней побывала и готова рассказать о лучших работах Сыргалана Неустроева. Более 300 мастеров, 26 муниципальных образований и 3 учебных заведения представили свои работы здесь, в ДК Кулаковского.
Это настоящий кладезь национальной самобытности. Здесь можно найти изделия из дерева, меха, кожи, глины, железа и многого-многого другого. От незамысловатых брошек до настоящих произведений искусства. Вот уже 11 лет мастера Якутии демонстрируют свой талант в выставке «Якутия мастеровая». В этом году есть особенности. Нам пришлось отказаться от ярмарочных мероприятий, от продажи, с тем, чтобы не допускать массовых скоплений. Тем не менее, вот в этом году мы смогли провести и шествие, это тоже наше традиционное мероприятие. Мы его проводили в онлайн-форме, приняло участие более 700 человек, группами по 50 человек, выходили в национальных костюмах в разных уголках нашей республики. Потом мы это все соединили в единый ролик. Также в программе фестиваля значились и различные конкурсы, одним из которых стал конкурс по лепке из глины, где мастера воссоздают исторические предметы быта. Толчком однозначно послужило то, что мы хотели показать всем реконструкцию древних сосудов наших предков. Мы написали заявку в 2014 году, чтобы включили номинацию керамики в этот замечательную выставку «Якутия мастеровая». И благополучно с поддержкой Александра Николаевича Гоголева и нашей Яны Викторовны эта номинация зашла в 2015 году в эту выставку «Якутия мастеровая». Сами праздничные мероприятия стартовали еще 3 марта и продлятся 3 дня. Однако посетить ярмарку-выставку будет возможно практически до конца месяца, до 21 марта. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Известная блогер и путешественница Марина Галкина отправилась в очередное приключение. С 2008 года она частый гость в Якутии. Ей уже покорилась вершина Мусхая, хребет Сунтар-Хаята и сплав до Охотского моря. На этот раз ей предстоит преодолеть 200 километров на лыжах по тайге и горной тундре. Путешественница намерена посетить семью, которая живет на озере Дибалах, после чего вместе с ними отправиться на праздник оленеводов. Все свои путешествия Марина снимает на видео, и ее отчеты на Ютубе набирают сотни тысяч просмотров. Я планирую проходить, буду стараться проходить в среднем 25 километров в день. То есть я планирую за 8 дней дойти до Ираиды с Василием на озеро Дибалах. По буранному следу буду идти. Там я знаю, что несколько дней назад проехали бураны. Мне сказали, что нормально, сейчас будет мало снегопадов. Мне даже сейчас больше, мороз, конечно, тоже, но мне главное, чтобы след не засыпало сильно. То есть снегопадов будет мало по прогнозу. Морозы сейчас будут уже опускаться, сейчас где-то 35, еще 37 будет ночью, я к этому готова. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.